Упорство, ответственность и целеустремленность – качества, которые характеризуют наших спортсменов лучше всего. Ваня Голубков и Маша Ивлева поздравления от Государственного совета принимают, как обычно, скромно. О заслугах своих уже выдающихся спортсменов много не говорит даже тренер. Впрочем, последний результат – абсолютное лидерство на Кубке мира – все сказало за них. Региональная Минспорта удостоила Ивана и Марию званием «Лучший спортсмен года 2017». Спасибо вам большое за ваш труд и пример, который вы сегодня даете нашей молодежи и вообще жителям нашей республики. Потому что, учитывая вашу ситуацию, умение проявить вот этот спортивный характер, это, конечно, вы сегодня по праву можете называться героями нашего времени. Вот именно нашего времени. Вот. Так держать, тренироваться, продолжать, не расслабляться. И, конечно же, пройти второй этап Кубка мира и победить на Паралимпиаде. Мы очень будем держать кулаки за вас. У Голубкова на Кубке мира было сразу 6 подиумов. Он победил в 3 стартах в рамках лыжегоночной программы и дважды положил свою копилку золота в индивидуальной гонке и спринте в дисциплине биатлон. Затем была заключительная гонка преследования на 12,5 километров. Говорит, прошел ее налегке. Цели взять золото даже не было. Хотелось просто пробежаться и получить удовольствие. Мы еще до Канады полтора месяца были на сборе в Финляндии, Швейцарии. Из Швейцарии с гор спустились в Канаду сразу. И как-то подготовился, отлично вроде. Насколько серьезные были соперники? Соперники были очень тоже подготовлены, но пока не так сильно, дышали в спину. Поздравил наших спортсменов от всех легкоатлетов и наш русский ниндзя Иван Болясников. Говорит, за их результатами следит все спортивное сообщество. И их рвение к победе дает силы другим. Сколько сам тоже слежу, друг за другом. Результаты. Я иногда думаю, как же нам с вами равняться там. То есть мы, в принципе, с вами и так не пересекаемся практически, потому что ваш сезон основной зимний, наш основной летний. Поэтому мы в разное время в разных сборах, в разное время в разных стартах. Поэтому, да, это очень для меня большая честь, в принципе, вас приехать, поздравить. Таких больших спортсменов, по словам директора Центра подготовки сборных команд Николая Гордеева, может быть больше. Около 10 лыжников, в том числе и нескольких паралимпийцев, уже можно готовить к серьезным стартам. Хочу сказать всем родителям, что не бойтесь отдавать своих детей в спорт, это их только закаляет и дает им жизнь в будущее. Иван у нас, например, он сейчас живет самостоятельно. Ему очень нравится самостоятельная жизнь, он вышел из интерната, и это очень сказывается на том, что и на результате, соответственно, что он стремится к лучшей жизни. Соответственно, и Мария также, она самая первая у нас вышла из интерната, и это, конечно, ребят более социализируют в обществе, у них очень большой широкий круг общения, очень много друзей, которые их поддерживают, помогают. Сейчас ребята готовятся к выступлениям на втором этапе Кубка мира, который пройдет в Германии в конце января. В то же время прояснится судьба нашей паралимпийской сборной. Таисия Жакова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.